Святи тихий, святыя славы, бессмертного Отца Небесного, святого блаженного Иисусе Христе. В селе Глотово Удырского района находится уникальная церковь в честь Рождества Христова. Ее осветили в праздник Николая Чудотворца 19 декабря 1884 года. А в декабре 1935 советские власти приняли решение о закрытии храма. Жители села Глотово неоднократно пытались восстановить церковь, но пока не хватает сил и средств. Сыне Божий, живот дай, тем же мир Тя слави. Глотово – одно из старейших селений Коми края. Впервые о нем упоминается в 1585 году как погост Глотово-Слободка на реке Мизени. По преданию, на этой горе 5 веков назад местным жителям явился Николай Чудотворец. В честь него и построили первую небольшую деревянную Никольскую церковь. В конце XVI века на погосте Глотово-Слободка стояли уже 2 деревянные церкви в честь Рождества Христова и Николая Чудотворца. В 1865 году местные крестьяне решили построить большую каменную двухэтажную церковь, которая и сейчас, даже в таком разрушенном состоянии, поражает своей красотой. Церковь эту строили 20 лет на деньги, на средства самих жителей. В то время в Глотове жило много людей, почти до 2000 человек. Семьи такие большие были. А до этого церковь была деревянная. Там работал мой в 5-м колене прадедушка. И при нем уже начали, собрали деньги и стали закладывать это здание. Смотрите, какой здесь труд большой. Они подвиг совершили, всем селом. Кирпичи сами, смотрите, сделали все это. И церковь была, говорят, очень красивая. Когда я работала в Кучмазерье, это 7 километров от Глотова, матушка говорила, это мужа мать, рассказывала, говорит, звон колоколов было слышно в деревне. А дедушка мой жил под церковью, там у него дом стоял, и говорит, мы, говорит, все время слушали и ходили в церковь. В общем, всем селом ходили. Теперь смотрите, в каком состоянии наша церковь. Люди старались, построили. Жалко, конечно. Церковь построена по проекту сольвычегодского архитектора, мастера каменных дел Черепанова. Это уникальный образец провинциальной церкви с использованием в декоре древнерусских элементов. Два этажа,
3 престола. Во имя Рождества Христова, во имя святителя Николая Мирликийского, во имя мучеников Флора и Лавра. Этот предел осветили уже через 3 года, 7 декабря 1867, а верхний этаж осветили в декабре 1884 во имя Рождества Христова. Село Глотово-Слобода тогда входило в Глотовскую волость Яринского уезда Вологодской губернии. Глотовская христорождественская церковь у нас была начато строительство в 1864 году, закончено в 1884, то есть довольно долго строили. Но первый этаж был построен буквально за 1 год. И, конечно, жители сами делали кирпичи для строительства, строили сами. Но чтобы строить, конечно, нужны энтузиасты, которые продвигают это дело. Но, видимо, такие люди нашлись. И действительно церковь была построена. Открытие было в летний период, и на открытие приезжал сам архиерей. От ручья, недалеко от церкви, есть у нас ручей. Специальную дорожку выткали родители из овечьей шерсти. И почетного гостя вели под руки. Собрались, конечно, на это торжественное мероприятие жители всего села, все село, и провели к церкви, чтобы он благословил открытие этой церкви. Вот этот момент очень интересный. Служил здесь тогда священник Алексей Образцов. По воспоминаниям местных жителей, своим кротким характером и ласковостью он расположил сердца крестьян и вдохновил на такое грандиозное дело для глубинки, и даже сам трудился на этой стройке. История с изготовлением кирпичей для церкви почему-то особенно запечатлелась. Вначале кирпичи не получались, ведь до сих пор в селе не было ни одной кирпичной постройки. Тогда решили добавить в глину молоко, и кирпичи удались на славу. Так и возвели самый большой храм в Ударском районе Коми-края. Все верили, умели петь. Мой дедушка такой певун был. Они сидели 3 дедушки вот здесь, возле нашего дома, скамейку пристроили там, и они сидели по вечерам, пели. Все пели, и русские народные, и церковные, что знали, все они пели. К сожалению, вот не так долго простояла церковь. В 1936 году было принято решение о закрытии. В 1939 году сняли колокола. Вот разобрана колокольня была. 100-пудовый колокол, очень большой. И опять же, по воспоминаниям, спустили 2 Михаила. Хотя были построены специальные леса, тем не менее колокол сорвался и упал. Сбоку откололся кусок большой.
И Обрезкова Александра Засимовна рассказывала, она еще была маленькая тогда, лет 10 ей было, но я, говорит, помню, что вот на боку было написано 100 пудов. Это я, говорит, четко запомнила. К удивлению, спустили этот колокол и про него забыли. Ну, то есть он лежал и лежал в земле, и никому не был нужен. И только уже после начала войны, ну, видимо, на расплавку по реке сплавили. Судьба Рождественской церкви, конечно, волнует многих, но пока не хватает ни сил, ни средств, чтобы ее восстановить. И местные жители очень надеются на помощь неравнодушных людей. Ведь православное предание гласит, что ангел-хранитель дается не только каждому человеку, но и каждому освященному храму. Ангел предстоит перед престолом и молится о каждом, кто когда-нибудь здесь служил и молился. Ангел-хранитель, который представляется Господом, чтобы оберегать храм, продолжает молиться на этом месте, даже если храм был разрушен. Я вот с мыслями, да, очень часто ложусь с этими и встаю. Думаю, ну когда же Глотовский храм будет восстановлен? Ведь он всем своим видом, какой он на сегодня имеет, он кричит просто пустыми глазницами, смотря на нас, кричит, вопиет. Когда же он будет восстановлен? Когда опять люди будут вереницами идти в этот храм, молиться Богу, служить Богу? Прадедушка Надежды Дмитриевны Митиной, Михаил Яковлевич Коновалов, служил в храме Рождества Христова псаломщиком, читал и пел на клиросе, помогал священнику в алтаре. Под этими сводами крестились и венчались все дети большой многодетной семьи. В 1916 году Михаил Яковлевич выбрал иноческий путь и поступил послушником в один из монастырей Пермской губернии. А дальше случился Октябрьский переворот, революция, красный террор. Монастырь закрыли, и пожилой монах вернулся на родину, стал опять служить в сельском храме. Обо всем этом родственники узнали совсем недавно, из личного дела, которое долгое время хранилось в архивах. Из рассказов мамы я понимала, что в семье Коноваловых есть некая тайна. Она была разгадана. То есть в марте 1931 года ночью пришли люди в форме и забрали прадеда Михаила, а он в это время работал сторожем при храме Глотовском. Его забрали, он пытался защищаться там, защищать храм, защищать все то, что еще там сохранялось. Вот. Но его забрали. И с сыном встретившись, потому что дом был рядом, он только сказал, что я ни в чем не виноват, и допросят, и я вернусь. Но забрали его навсегда. И до мая 1931 года он находился в Сыктывкарской тюрьме, где, в общем-то, наверное, понятно, как содержался. И было сфабриковано, иначе не скажешь, дело против Михаила Яковлевича Коновалова. И был вынесен самый страшный приговор, это по статье 58.10, расстрел. Я всегда плакала, перечитывая это дело, потому что из него я поняла, что прадед Михаил Яковлевич ни в чем не виноват. Самое главное, что он не признал ни одно из обвинений, которые ему предъявлялось, и об этом он говорил. После того, как церковь закрыли, утварь
жители стали уносить по домам. И вот сестра и брат Политовы, Политова Ольга Алексеевна и Политов Модест Алексеевич, из деревни Верхний Вылеб, рядом находится с нашим селом эта деревня, в 1,5-2 километра. Ночью приехали на лошади, на телегу загрузили, а иконы эти большие по размеру, до 2 метров высотой, такие мощные. И они увезли к себе домой на чердак, спрятали, потом уже с чердака в амбар перенесли. И вот там они пролежали 70 лет. И где-то уже в 2010 году решили разобрать этот амбар. Надо было думать, куда деть эти иконы. Ну и решили передать церкви. Приехали забирать уже в вечернее время. И как раз дверь амбара была напротив солнца, которое заходило. И когда открыли двери амбара, прямо вот эти солнечные лучи осветили эти иконы, а они позолоченные, они засверкали. Ну, значит, Анна Васильевна говорит, это было зрелище вообще удивительное и восхитительное. Достойно есть якого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Чего там только не было за эти годы. Лошади заходили, открытый доступ был. Но все-таки жители все это убрали, почистили. То есть какое-то вот начало было, что давайте восстановим. Но, к сожалению, приехала комиссия, потому что для восстановления нужны, естественно, финансы. А их же, как всегда, нету. И комиссия приехала, и такое заключение было сделано, что не подлежит восстановлению, что пошла трещина в здании храма. И хотя, вот мое личное мнение, мне кажется, эту церковь можно восстановить. Во царстве Твоем помяни нас, Господи, и да придешь во царстве Твоем. Блажени нищие духом, яко тех есть царство небесное. Церковь Рождества Христова на высоком берегу Мизени поражает своей красотой. И местные жители надеются, что когда-нибудь здесь будет звучать колокольный звон, в распахнутые врата старинной церкви войдет священник и скажет чудные, замечательные слова старинной молитвы. Блаженные алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся. Блаженные милостивые, яко те помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, яко те Бога